Здравствуйте! На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек Шара. Сегодня в программе. Крещение Господне. Православные Абхазии отмечают один из главных христианских праздников. Безопасная трасса. Акция будет продолжена. Килишбей в исполнении молодых артистов. Премьера на сцене драмтеатра. 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. Во всех храмах Абхазии в крещенский сочельник и на крещение совершили чин великого освящения воды. Крещенские морозы, судя по всему, у нас не ожидаются, но желающих окунуться в холодную горную реку Каманского храма было немало. Крещение Господне – один из 12 важнейших христианских праздников. В этот день православные всего мира отмечают евангельское событие, как Иисус Христос в реке Иордан принял крещение водой от Иоанна Предтечи. Ежегодно в крещенский сочельник верующие со всех концов Абхазии едут в село Каман, чтобы совершить ритуальное омовение в реке Святого Василиска. По преданию, ровно в полночь с 18 по 19 января вода во всех источниках становится святой. Люди с головой окунаются в реку, чтобы очиститься духовно. Верующие признаются, что после омовения в святой воде они чувствуют легкость и благодать. Поздравляю весь народ Абхазии нашей с крещением, с праздником крещения. Потрясающие чувства здесь на Каманах. Каждый год приходим. Очень приятно, что здесь очень много людей собралось. Чувствуется вот этот дух, то, что все мы едины с Богом в этот момент. Ощущения на самом деле прекрасные. Всем всего блага, счастья. Дорогие жители, поздравляю вас всех с праздником. Приезжайте, скупайтесь. Ежегодно в крещенский сочельник здесь создаются необходимые условия для тех, кто умывается в реке. МЧС обеспечила светом место проведения молебна и крещенского купания. Для этого была задействована специальная мобильная техника и оборудование. Благодаря освещению верующим не пришлось окунаться в воду в темноте. Выходя из воды, люди имели возможность погреться у костра. Уходя домой, они брали с собой святую воду. Считается, что крещенская вода набирает особую силу и целебность. Она может стоять весь год и не портиться. Ею лечат раны, окропляют каждый уголок своего дома. Сегодня выдалась возможность сюда приехать. Конечно же, искупаться не получается, но святой воды, конечно, набрать получилось. Еще раз всех жителей Абхазии с праздником. 19 января с утра в Сухумском кафедральном соборе состоялось праздничное богослужение, а затем управляющий Абхазской православной церкви отец Виссарион совершил чин великого освящения воды. Алика Трапш, Леон Надлива, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. В середине декабря прошлого года стартовала акция «Безопасная трасса». Сотрудники Госавтоинспекции республики патрулировали свыше 20 наиболее сложных участков главной автодороги Псо-Ингур. Проводить рейдовые мероприятия силами более 100 сотрудников ГАИ планировалось месяц, но было принято решение ее продлить. С начала акции с 14 декабря зарегистрировано 3181 нарушение правил дорожного движения. Нисфа Аршба продолжит тему. В акции «Безопасная трасса» были задействованы все посты ГАИ, сотрудники спецподразделения, спецвзвода Госавтоинспекции. Их основная цель – установить нарушителей правил дорожного движения. Ну а дальше проанализировать, кто и как игнорирует основной свод правил. Изучая статистику этих мероприятий, пришли к выводу, что у нас, к сожалению, очень большой шквал нарушений, который происходит ежедневно, ежечасно. К сожалению, наши автолюбители не делают выводов, несмотря на то, что наши мероприятия ежедневно проводятся, количество нарушений не уменьшается. Наши автолюбители пренебрегают правилами дорожного движения. За время спецмероприятий, которые проходили ежедневно по всей стране, было зафиксировано 934 нарушения. В прошлом месяце за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии штрафовали 155 человек. За 19 дней января уже около 100. Руководитель ГАИ республики констатирует, чаще всего правила нарушают молодые люди в возрасте от 25 до 30 лет. Мы хотели бы дать понять всем нашим гражданам, что превышение скорости, проезд под запрещающий сигнал светофора – это
техника безопасности, при нарушении которого они попадают в группу риска попадания в дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. В прошлом году в результате аварии ранения получили 245 человек. 67 погибли, из них 4 детей. В сравнении с 2016 годом статистика свидетельствует о снижении числа дорожно-транспортных происшествий. Но глава ГАИ говорит о том, что учет происходящего на дорогах Абхазии неполный. У нас есть недочеты, над которыми мы работаем, которые необходимо исправлять. К сожалению, немножко она не стопроцентная у нас. Самое главное, мы это осознали, увидели и будем над этим работать. Работать для того, чтобы иметь явную, правильную статистику, на основании которой мы будем дальше строить наши планы. Если мы будем ее занижать с целью того, чтобы показать, как госавтоинспекция борется там, не знаю, с нарушением правил дорожного движения, как это у нас хорошо получается, но от нашего населения ничего не скроешь, население у нас небольшое. Все, чтобы не произошло, всем видно, всем ясно. Я думаю, это самообман. В ГАИ есть и такая статистика. Чаще других в ДТП со смертельным исходом попадают ВАЗы. На втором месте Мерседес, третьими идут БМВ. ДТП чаще всего происходят днем. Если человек у нас привык из Сухума ехать на Псоу в течение 1 часа 20 минут или 30 минут, каждый пускай задумается, да, за которое время он примерно добирается от точки А к точке Б, он по счастливой случайности доезжает до туда целым. Почему? Потому что с такой скоростью за такое время, не нарушая, добраться невозможно. Решение продлить акцию «Безопасная трасса» принято не случайно. Как выяснилось, с момента ее введения автолюбители стали более дисциплинированными. Сотрудники ГАИ надеются, что это происходит не только потому, что в период действия акции в наиболее опасных участках главной автодороги разместили контрольные патрули для скрытого видеоконтроля. А возможно, на автовладельцев снизошло озарение, и они все же стали задумываться над тем, что даже небольшое превышение скорости и вроде бы незначительное нарушение правил дорожного движения может привести к самым тяжелым последствиям и даже гибели. Нисфа Аршба, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Вновь актуализировалась тема НДС. На днях в парламенте прошла встреча депутатов с предпринимателями Абхазии, которые просят рассмотреть возможность внесения изменений в закон об НДС. Для анализа ситуации создана рабочая группа, в которую входят депутаты парламента, представители налоговой службы, Минфина, Минэкономики, Таможенного комитета, экспертного сообщества и бизнеса. Мы решили продолжить тему и обратились к специалисту в области экономики за комментариями. Репортаж Ирины Аршба. Во всем мире НДС – один из основных налогов, который приносит доход в бюджет государства. При этом некоторые предприниматели, в частности, на недавнем заседании профильного парламентского комитета, отмечали, что налог лежит тяжелым бременем на бизнес-сообществе. В частности, как заявил председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии Роман Кочарава, спад торговли в 2017 году составил не менее 30%. Более того, многие предприниматели якобы были вынуждены закрыть свой бизнес. Однако, по словам экономиста Ахры Аристава, эти данные не соответствуют действительности. Спад, зарегистрированный управлением статистики, это официальный орган, куда сдают отчеты предприниматели, в оптовой торговле составил чуть более 11%, но не 30%. Спад, зафиксированный в импорте, составил более 4,5%. И это реальные цифры, значит, которыми, я думаю, что спорить будет очень сложно. Касаемо сбора НДС на таможне. Таможня, значит, по сравнению с 2016 годом перевыполнила план по НДС на 1%. Там тоже говорить о том, что то есть давать такую информацию, я считаю, что все-таки в связи с тем, что была полная поддержка, включая и Рома Кочарава, были встречи с президентом, встречи в правительстве. Никто не спорит с тем, что надо проводить реформы, доводить закон до совершенства. Все только за. А вот так вот, значит, я бы назвал кошмарить ситуацию, непроверенной, недостоверной информации, это не будет способствовать
именно реформам. Как считает Ахра Арестава, на спад в торговле повлияло несколько факторов. И говорить о том, что главной причиной этого стало введение НДС, нельзя. Безусловно, это связано с тем, что есть санкции западные в России, есть ситуация с оплатой труда в России. Это отражается, конечно же, на туризме. И мы сегодня не можем говорить, что вот только НДС, значит, во всем виноват. Дополнительно меньше мы продали товаров за границу, вы знаете ситуацию с рыбной переработкой и сельхозпродукцией, та же ситуация с клопами. То есть тут факторов очень много. НДС является косвенным налогом, который, в отличие от прямого, переносится на конечного потребителя. Введением НДС можно объяснить рост цен в Абхазии на рынке товаров и услуг. Но почему же тогда цены на товары, на которые не распространяется НДС, также выросли? Например, на продукты питания или лекарства? Налог на добавленную стоимость существует в большинстве развитых стран мира. Различаются только ставки и их количество. Например, в России верхняя ставка составляет 18%. В Абхазии же ставка НДС 10%, и она одна из самых низких. Очень важно к реформам в этом направлении подходить пакетно и комплексно, считает Ахра Арестава. Только в этом случае можно будет говорить о реформах в отраслях экономики. Реформа того же валютного контроля, реформа НДС, реформа специального налога пакетно поступала в парламент и уже несколько лет, еще прошлый созыв парламента рассматривал только лишь с одной целью. Дело в том, что законы были направлены именно на то, чтобы вывести из тени часть оборота и то, что просят предприниматели, создать равные условия, честные условия ведения хозяйственной деятельности. В экономической сфере мы не можем переходить к отраслевым реформам. У нас, например, у торговли нет отраслевого регулирующего законодательства, у промышленности, у сельского хозяйства. Нам надо поддержать крестьян и все. Но в первую очередь надо создать честные, прозрачные условия ведения бизнеса. Пока мы это не сделаем, поэтому мы рады, мы приветствуем, что комитет в целом и председатель комитета именно пакетно подходит ко всем этим реформам. В парламенте будет создана рабочая группа по разработке изменений и дополнений в закон о НДС. В группу войдут депутаты, представители Минфина, Министерства по налогам и сборам, таможни, бизнес-сообщества и эксперты. Возможно, членам рабочей группы удастся найти оптимальный вариант, при котором интересы и государства, и предпринимателей будут учтены. Ирина Аршба, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. По проекту льготного кредитования в 2017 году были профинансированы 10 инвестиционных проектов. На 4 из них уже запущено производство, и еще 4 на стадии строительства, и 2 проекта ждут дофинансирования. К примеру, совсем недавно в Гагре запущен пилотный инвестиционный проект. О том, как он работает, узнавали наши корреспонденты. Рената Шакая продолжит. 35 рабочих мест, средняя заработная плата 24 тысячи рублей. Все это фирма «Зодиак» предоставила жителям Гагарского района. В фирме пекарня и мини-маркет. Здесь самый дешевый хлеб в районе. Впрочем, как и другие продукты. В пекарне используется современное дорогостоящее оборудование, позволяющее продукции соответствовать всем стандартам. Я узнала об инвестпрограмме в 2016 году. Внесла все соответствующие документы. И вот по отбору попала. По программе надо было иметь 10% от этой суммы, у меня было строение и кое-какие свои финансовые вложения. Вот уже как построили здание. Здесь производственный цех, где производят хлеб, хлебобулочные изделия, булочки, слоеные хачапуры. У нас очень много разновидностей. И при, пекарне мы построили маленький супермаркет.
В инвестиционном проекте задействованы 4 крупных российских банка, которые выдают кредиты с 10% ставкой, которая считается льготной. Тем не менее, Министерство экономики республики ведет переговоры с российскими банками на предмет снижения ставки до 7%. 10% на 6,5 лет по бизнес-плану. То есть 10% годовых, это надо было платить за кредит, и 10% нужно было иметь от суммы. На этом строительство комплекса не останавливается. В планах руководства объекта запустить цех по производству макаронных изделий, готовых полуфабрикатов. Вот в этом помещении будет расположен макаронный цех. Оборудование уже куплено, и на следующей неделе отправляется машина за оборудованием. Что входит здесь? Макаронный пресс, тестомешалка, 2 сушильных шкафа, упаковочная машина. Макароны будут разных видов. У нас там 10 видов, 10 форм. Про ценовую политику не могу сказать, потому что цена муки меняется, она варьируется, она поднимается, она опускается, поэтому сказать точно пока ничего невозможно. Но по бизнес-плану килограмм должен был стоить 90 рублей. В общем-то, в магазине у нас самые дешевые цены. Всего по Абхазии профинансировано 10 инвестиционных проектов. 4 из них уже запущены, 4 находятся на стадии строительства, а 2 проекта ждут дофинансирования. Общая сумма инвестиций – 1 миллиард 190 миллионов 884 тысячи рублей. При этом, что немаловажно, создано 135 рабочих мест. В течение 10 лет ожидается поступление в бюджет 250 миллионов рублей в качестве налогов. Все 10 проектов приносят более 350 рабочих мест. То есть, когда все вместе они запустятся, это 350 рабочих мест, средней зарплатой более 20 тысяч рублей. Это очень хорошо для нашей страны. То есть мы более социальное обоснование проектов пытаемся найти, более как это социально отразится на нашу экономику. Даже не выплаты в бюджет, что, между прочим, среднего от одного проекта в год составляет около 6-7 миллионов рублей. Тоже хорошо, налоговые выплаты, а больше как это людям по факту поможет. Поэтому такие проекты, где больше людей, больше рабочих мест, конечно, они пользуются преференциями от нас. То есть мы хотим, чтобы люди создавали больше рабочих мест. Всего за 2017 год было подано более 50 заявок от предпринимателей. Из них только 10 проектов получили одобрение. Это связано с тем, что окончательное решение принимает российский банк, выдающий кредит. Программа льготного кредитования действительно эффективна. Это мы можем уже говорить об этом твердо. Мы сегодня с вами находимся на одном объекте. Таких у нас сегодня 10. Они касаются разных сфер агропромышленного комплекса, производства, касаются туризма и прочего. И благодаря реализации этой программы мы четко понимаем, что у наших граждан есть и серьезные идеи в части реализации своего бизнес-потенциала, есть и компетенции, и навыки, которые они могут применить, и на сегодняшний день их сдерживает отсутствие так называемых дешевых денег. И когда эта проблема была частично решена в рамках этой программы, и сумма 1,2 миллиарда рублей была распределена по этим объектам, мы видим, что с большим энтузиазмом и с большой перспективой эти объекты реализуются. Если в будущем мы сможем продолжить такого рода программы и сможем обеспечить население дешевыми кредитными ресурсами, я уверен, что мы увидим большой эффект. Среди участников программы льготного кредитования компания «Абхазские сады», выпускающая джемы. Она уже вышла на российский рынок. В Гагре открыт тепличный комплекс по выращиванию томатов. В этом же списке Сухумский молочный завод, работа которого восстановлена в полном объеме. В Гулярибском районе строится предприятие по производству колбасных изделий. По программе в Сухуми в Гагре строятся гостиничные комплексы, а в Галском районе идет строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей. У нас старые заявки остались. Я буквально вчера там очень много документов, я эти документы все буквально вчера со своими коллегами отсканировал, имеет ли смысл эти проекты еще раз включать или нет. Но, к сожалению, пока программы как таковой нет. Мы надеемся, что она будет. Мы сейчас ведем переговоры, Министерство экономики ведет переговоры с администрацией президента Российской Федерации на возможность повторения такой программы. Но пока никаких новостей, к сожалению, нет. Но мы пытаемся путем, у нас помимо этой программы есть еще несколько. Этими путями пытаемся поддерживать наших производителей республиканских. Например, у нас есть программа поддержки экспорта. На сегодняшний день активно ведутся переговоры между Министерством экономики республики и администрацией президента России о продолжении программы льготного кредитования в Абхазии.
Рената Шакай, Саид Гухава, Абхазское телевидение. За большой вклад в развитие спортивной борьбы в Республике Абхазия, согласно единой спортивной квалификации Государственного комитета Абхазии по физической культуре и спорту, Мусей Гзекову присвоено звание «Заслуженный тренер Республики Абхазия по вольной борьбе». На протяжении 15 лет Мусей Гзеков оказывает финансовую поддержку около 40 спортивным секциям по вольной борьбе в республике, помогает детям-инвалидам и ветеранам Отечественной войны и народа Абхазии. Килишбей в исполнении молодых артистов. На сцене Абхазского драматического театра состоялась долгожданная премьера исторической драмы. Об игре начинающих актеров и впечатлениях телезрителей в репортаже Сарис Мар. После спектакля долгое время в зале не стихали аплодисменты. Зрители приветствовали актеров стоя. Историческая драма «Килишбей» на сцене Абхазского театра не оставила никого равнодушными. Пьеса, рассказывающая о судьбе владетельного абхазского князя Килишбея Чачба, переносит зрителя в далекое прошлое, заставляет сопереживать героям, вместе с ними прочувствовать ярчайшие исторические моменты. Образы героев, их костюмы, декорации, свет, а самое главное – реакция зрителей. Все это говорит о том, что молодые актеры сумели добиться того результата, к которому стремились. Одной из самых трогательных оказалась сцена примирения отца Килишбея с сыном Асланом. В этот момент зрители с замиранием сердца ждали, простят друг другу отец с сыном старые обиды или станут врагами. Не менее трогательным был момент встречи Аслана со своей матерью. После того, как сын встал на сторону отца, родственники матери отказываются признавать своего племянника, в том числе и мать Аслана. Все эти сцены заставляли зрителей еще раз вспомнить прошлое, задуматься о будущем и понять, насколько тема спектакля актуальна сегодня. Автор пьесы сумел донести до своих зрителей, что у народа нет будущего, если люди не встанут плечом к плечу в решении главных государственных задач. Мне вообще очень нравится, что Абхазский театр так энергично влился в жизнь, что показывает такие репертуары, что нас как бы опускает в историю, да, запускает в историю, что дает возможность нам еще раз столкнуться с этим непосредственно, что дает возможность нам или желает, то есть у нас остаются такие впечатления, пожелания вновь ознакомиться с историей, прикоснуться непосредственно, да, к этому ближе. Ну, конечно, очень интересно. Игра актеров очень впечатлила, большое спасибо, конечно, им за это. Идею поставить пьесу в театре поддержал ее автор Анзор Мукба. Работа над спектаклем велась в его присутствии. Драматург отметил, что приятно удивлен игрой молодых актеров. Актер Аслан Ангваб, сыгравший Килишбея, уже после премьеры признался, что примерить на себя образ абхазского князя было сложно. Конечно, такой труд изнурительный, нелегкий труд. Создать в себе образ, пускай это прошлого или будущего, или сегодняшнего времени. Моменты бывают, что вроде ты все понял, образ, да, и тут раз что-то возникает, а почему так? Значит, ну опять, видимо, значит, я не до конца понял. И вот эта вся вот протяженность времени, да, это может месяц, два, три, может и год пройти, как бы и до конца сказать, что я готов к образу, тяжело. Финансовую поддержку Государственному молодежному театру в постановке спектакля оказала сотовая компания «Амобайл», которая всегда стремится поддерживать проекты, направленные на развитие культуры и языка. Компания «Амобайл» с особой гордостью поддерживает такой проект, как постановка молодежным театром пьесы «Килишбей» по одноименному произведению Анзора Мукба. Килишбей Чачба – выдающаяся историческая личность
великий князь, талантливый военачальник. Поэтому мы уверены, что пьеса будет интересна как взрослому поколению, так и молодежи. А блестящая игра артистов молодежного театра позволит полностью погрузиться в атмосферу Абхазии того времени. Поэтому от лица Амубайл я с удовольствием приглашаю всех на постановку «Килишбей» на сцене драматического театра. Спектакль «Килишбей» на сцене театра можно увидеть 19 и 25 января. Сария Смыр, Беслан Чинджерия, Абхазское телевидение. Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия объявляет о приеме заявлений от лиц, претендующих на занятие в вакантной должности судьи Сухумского городского суда 1 единица. Прием заявлений кандидатов на должность судьи осуществляется в помещении Министерства юстиции с 23 января по 6 февраля включительно. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу ночью и утром дождь, днем осадки прекратятся. В воскресенье во второй половине дня местами возможен кратковременный слабый дождь. Температура воздуха ночью плюс 6-11, днем 10-15 тепла. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи в эфире.